Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня вызовем вашего мужчину и узнаем, зачем ему вы. Если тема вам интересна, если не боитесь узнать правду, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек и загадайте на своего мужчину. Представьте его, обязательно назовите по имени и задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, скажи, зачем я тебе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть дадут нам знать, о чем желаем, о том, что от нас сейчас скрыто. Так. Я даже не знаю, как об этом говорить. Вы знаете, это так мило. Это так откровенно. Девчонки, зачем ему вы? Зачем? Для того, чтобы быть счастливым. Он хочет быть счастливым. Вы знаете, может быть, это и банальность, но этот мужчина не врет. Этот мужчина говорит: я хочу счастья. Я хочу ощущать себя счастливым. Я так устал бороться, я так устал от грязи, от лжи, от какого-то, знаете, потребления. Я хочу быть счастливым человеком. Вот так вот. Вот счастье мужчинке вашему захотелось. Вы знаете, тут можно много чего выхватить, но оно все про любовь. Это все идет про его отношение к вам, его взгляд на вас. Здесь одна милота, понимаете? Милота. Здесь две двойки. С этой стороны. Двойки — это пара. Пара, понимаете? Пара идеально подходящих друг другу людей. Вы та женщина, которую он искал. Искал много-много лет. Та женщина, о которой он мечтал. Будучи маленьким мальчиком, загадывал, на то, чтобы у меня была такая женщина, с которой бы я построил семью, построил бы отношения. Этот мужчина по характеру, вот он говорит, иногда, говорит, бываю жутко противным, прям жутко противным. Знаю это, но ничего с собой поделать не могу. А вы для него как буфер идете, понимаете? Вы его где-то сдерживаете, где-то вы его подталкиваете, где-то вы его направляете, а где-то вы там глазки закрываете на какие-то его косячки. Вы это делаете. Он говорит, вот я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но вот это его, вот его видение, его ощущение. Он говорит, она лучше даже, чем моя мама. А маму он свою, я так понимаю, любит. То есть настолько вы поразили этого человека, настолько вы, просто, я не знаю, гениальный человек, добрый, любящий, открытый, что вот вы даже затмили его маму. Вот так вот, девочки. Возможно, он этого вам никогда не скажет. Но вы обязательно это все увидите в его глазах. Прочитаете, вернее, в его глазах. А кому-то мужчина и признается. Признается, прям так и скажет. Я думал, что лучше моей мамы никого на свете нет, но ты, моя дорогая, мою маму превзошла. Знаете, этот человек, вот он говорит, что с вашим появлением жизнь его начала меняться.
И сначала он не придавал этому какого-то значения, честно признается, что думал поначалу, что ваши отношения это такой, знаете, интрижка, да? Легкая интрижка, легкий роман, может быть просто симпатия была. Он даже и представить себе не мог, как вы станете главным человеком его жизни. Сейчас, когда он смотрит в свое прошлое, либо вспоминает о своем прошлом, ему становится не по себе. Становится грустно, аж хочется плакать, выйти, вернее, на Луну. Вот там какой-то момент был, где вы бы могли, например, не встретиться. Может быть, это связано с каким-то делом, дорогой, может быть, какое-то действие с его стороны. Он все время думает: Господи, а если бы я этого не сделал? И когда он об этом думает, у него прям, знаете, холодный пот его прошибает. Я бы ее никогда не встретил, я бы никогда с ней не познакомился, в моей бы жизни не было этого чуда, этой невероятной женщины, этой любви, этой нежности. Я бы никогда не познал этого счастья. Вы знаете, как бы он сейчас вам там не проецировал свое отношение, я могу предположить, что у кого-то здесь достаточно сложный период жизни. Но этот мужчина, он от вас не уйдет. Его вы и, как говорится, метлой не прогоните. Вот он будет прям цепляться, как репях будет цепляться в вас, потому что только с вами он познал, что такое стабильность, что такое любовь, что такое счастье и что такое быть наполненным человеком и жить полной жизнью. Он в вас уверен в том, что именно с вами он станет счастливым. Он уверен, что вы друг другу по судьбе, что вы идеально друг другу не только подходите, но и дополняете друг друга. Знаете, вот тот редкий случай, когда мужчина не показывает претензий, когда мужчина не пытается себя там отбелить, либо не пытается лишнего там наговорить, а говорит вот напрямоту, по-честному, что да, вот с ней я счастлив, как ни с кем. Да и в принципе, знаете, может быть, он и никогда и не был в жизни счастлив. А вот именно с вами ему стало доступно это ощущение. Понимаете, вот как-то так идет. Не, мужчина от вас не денется. Вот вы его пара, вы его женщина, вы его солнышко. Говорит: не-не-не, без нее я пропаду. Куда ж я без нее? А как мне жить без солнца? Без солнца и природа наша увядает. И невозможно не жить, не быть здоровым, там, опять же таки, ничего не растет. Понимаете? Вот и он, когда он с вами, он растет, он развивается, он наполняется энергией. Он, понимаете, живой, чувствует себя живым человеком, у которого есть будущее, который может быть и короткими, маленькими такими перебежками, крошечными шажочками, но он идет к своему исполнению, к своему счастью, к своей радости. Девочки, этот человек любит, признается вам в любви, у кого-то даже просит за что-то прощения. Честно, не могу понять, за что. Вижу, что просит за что-то прощения. Видно, есть за что, Но вот в любви этого человека будьте уверены. Просто будьте уверены. Кстати, у кого-то еще, вот я теперь, наверное, понимаю, у кого-то может быть момент, что вы на расстоянии находитесь, и он просит прощения за то, что он сейчас не рядом с вами. А у кого-то может быть ситуация, что вы, возможно, загадали на любовника, на своего, либо на мужчину, которого вы хотели бы, может быть, к себе в любовнике. И вот знаете как, он просит прощения, что он сейчас не действует, либо нету вот этой активной фазы, встречаний, любви. Но он говорит, что я говорит, от тебя не отстану. Я знаю, что мы друг другом будем счастливы, что мы должны быть вместе. Здесь человек еще себя будет проявлять, и, знаете, проявлять достаточно, по-джентльменски, героически будет проявлять. А с этим человеком у вас история, вот в каком бы вы сейчас не были состоянии, она еще будет продолжаться, и, как цветок, цветок вашей любви, вашего счастья, он только лишь будет распускаться. Вот даже не хочу больше тут ни на что
ничего ковырять, потому что мне нравится. И мне нравится его настроение, мне нравится его видение вас, и мне нравится, с каким подходом этот человек сейчас описал ситуацию, свои чувства, раскрыл, вернее, свою душу нам. Пусть так все и остается. Я желаю вам искренне счастья. Я желаю вам, не ему, вам я желаю счастья, чтобы вы были счастливы, чтобы вы всегда улыбались. А если даже и плакали, то только от смеха. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.